Посвятить полвека науке, несмотря на трудности и препятствия. Следить за развитием каждого цветка, давать не только уход, но и свою любовь. Все это о Ирине Бондарцове, которая заведует лабораторией цветочно-декоративных растений ботанического сада. Сейчас она одна ухаживает и следит за 450 видами растений, которые растут на 500 квадратных метрах. По ее словам, раньше, когда не было коронавируса, в оранжерею приходили школьники и студенты, которые помогали им ухаживать за цветами. Развивается хорошо, но, однако же, не мешало бы построить в нашей стране новую оранжерею, чтобы растения содержались здесь достойно, поскольку наша оранжерея все равно единственная на всю страну. Ботанический сад предлагает, конечно, титанические условия для того, чтобы содержать эту оранжерею. Спасибо еще нашей академии, что всячески поддерживает. Сам сад один из самых больших в Центральной Азии. Ее общая площадь составляет свыше 150 гектаров и имеет свыше 5500 видов растений. В столице она делится на 3 части. Первая территория – это участок цветочно-декоративных растений. Вторая часть – это дендрарий-заповедник. И третья находится по улице Исы Ахунбаева. Кроме этого, есть ботанический сад в городе Нарын. Это платан восточный, в народе его называют еще деревом чинара. Оно является одним из самых старых деревьев в дендрарии-заповеднике. Его посадили еще в 1942 году, когда во всем мире шла война. Несмотря на события на планете и в стране, растение становится все массивнее и выше. Платан верно служит народу, даря посетителям заповедника чистый воздух и прохладу в жаркие дни. Коллекция сейчас дендрария-заповедника составляет где-то более 1500 видов, форм и сортов деревьев, кустарников и лиан. Дендрарий-заповедник построен по географическому признаку, по ботанико-географическому, то есть секторами. Вот здесь у нас есть, например, сектор Дальнего Востока, сектор Зарубежной Азии, сектор Сибири Западной. Главная задача ботанического сада – это сохранить и развивать биоразнообразие в стране. Каждый год сотрудники сада обмениваются семенами, черешками и живыми растениями со многими странами мира. Даже несмотря на пандемию, в этом году им удалось заполучить новые семена различных растений. Однако осуществить все намеченные планы ботсаду не всегда удается. Все, как и всегда, упирается в финансовые трудности. В экспедиции ездить не получается, потому что финансов нету для организации экспедиции. В этом мы ограничены. Хотелось бы, чтобы у нас было финансирование, чтобы ездить и в командировки не только для пополнения коллекции, подготавливать научные кадры. У нас есть договора с ботаническими садами, с зарубежными. Там есть пункты о стажировках молодых научных сотрудников. Но дело в том, что из-за того, что не хватает финансирования, мы не можем подготовку такую проводить. Несмотря на все препятствия, коллектив ботанического сада живет в надежде, что рано или поздно власть будет выделять больше финансирования саду, и их планы обязательно реализуются. А пока коллектив сада поздравляет всех своих коллег с прошедшим Днем науки и желает быть верным своей профессии. Айдан Бекова, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.